Сегодня у нас в гостях предпринимательница, бизнес-вумен, молодое поколение бизнесменов Гулина Кадырова. Доброе утро. Доброе утро. Извиняюсь за паузу. У меня такое иногда бывает с утра. Редко получается переключаться. Как у вас настроение, как ваше утро проходит? Настроение классное. Правда, спала мало, но такая бодрая. Хочется поделиться со всеми этой бодростью и с вами. Ага. Ну, говоря о бодрости, сегодня день обучения танцам. Как у вас предстоит с этим дела? Танцуете ли вы, успеваете ли вы? Классно. Танцевать я люблю. На самом деле есть такая история. Самый первый заработок в моей жизни я заработала 500 сом на танцах. Представляете? Это было, когда я еще в школе училась. А сегодня оказалось день танцев, я и не знала. А какой вид танцев? Это что-то восточное? Нет, это национальные наши танцы были обычные. Мы в школе танцевали, ставили номера. Ну вот видите, сколько мы с вами знакомы, этот факт не был известен для меня. А я и сама забыла, я только что вспомнила. Классно погрузиться в детство и Да. снова вспомнить вот такие вот классные моменты. И, наверное, вернуться к истокам. Я знаю, что вы очень много снимаете тиктоков, да, вот активны в этом смысле, чего я не могу заставить себя сделать. Как вам удается успевать все? И тиктоки снимать, в социальных сетях, активно вести социальные сети и также принимать товары. Мы вас в сторисах видели миллионные товары, которые вы сами загружаете, погружаете. Да. Если начать с ТикТока, ТикТок как-то случайно это все получилось. 2 года назад открыла страницу в ТикТоке, загрузила видео со съемок обычное. Видео было, и люди начали подписываться. Вот прям за день, помню, где-то 10 тысяч человек подписались, и у меня вдохновение, мотивация появилась. Я начала все больше и больше снимать, и таким образом набралось определенное количество людей. Что касается товара, сама это, наверное, ритм моей жизни. Я люблю работать, всегда быть в движении. Этим я еще больше мотивируюсь. Когда я сама что-то делаю, я еще больше хочу делать это. А если я, допустим, целый день буду отдыхать, я могу зайти в этот ритм и уйти в это пространство, да? А если я начинаю с утра день с работы, то я могу вот так вот целую неделю работать прям без усталости. Либо целую неделю без усталости отдыхать, да? Стараюсь этого не делать, но иногда нам нужно отдыхать, и вам советую. Спасибо большое. Ну, говоря об отдыхе, какие места любите посещать? Что вас вдохновляет? Что вам дает какую-то мотивацию, перезагрузку какую-то? Да, если это у нас в Кыргызстане, я люблю сама выезжать в горы. Могу прям просто сама днем, это вечером, когда у меня есть время, уеду, возьму блокнотик, поставлю красивую музыку и просто наслаждаюсь этим видом. Обычно это делаю где-нибудь на высоте, ну, на панораме, например. Сижу, смотрю на город, дышу свежим воздухом. А если смотреть в обширенном в большом размере, то я, наверное, хочу и люблю в полгода раз выехать в другую страну, отдохнуть, зарядиться, набрать энергии, сил, чтобы я уже была готова дальше продвигаться, работать, учиться, развиваться. Очень интересно. А много путешествуете, выезжаете из страны? Вот в прошлом году, в 2023 году, я 3 страны посетила, в 5 раз выезжала. И в этом году я еще больше планирую, хочу, да, надеюсь, это получится. Когда мы выезжаем за границу, мы видим мир, какие у них традиции,
То есть у нас мировоззрение прям увеличивается, классно становится. Поэтому я, наверное, люблю очень часто выезжать, смотреть, знакомиться с их обычаями, традициями, с людьми, видеть, что не только мы есть, да, наша нация, но и другие. Это очень интересно и полезно, мы можем развиваться. Мгм. Это какие-то рабочие поездки В или основном, да, это отдых? рабочие поездки. Я часто летаю в Турцию, это за товаром, для моей работы, для бизнеса. И я люблю эту страну, я прям безумно люблю воду, сидеть у воды. Просто могу часами сидеть и смотреть на такую красоту. Мгм. Что касается вашей работы, справляетесь ли вы? Я знаю, что вы одна этим всем занимаетесь. Нет таких. Ну, вначале вы начинали с сестрой, а сейчас вы одна на плавании, так сказать. Умеете ли вы делегировать? А, Есть ли рабочая сила, на которую вы можете положиться и там месяцами путешествовать, скажем? Да, на самом деле первые 2 года я работала в партнерстве с сестрой. Тогда было намного спокойнее. Мы вместе принимали какие-то рабочие решения, вопросы обсуждали всегда вместе. И я настолько привыкла, что когда она мне в один день сказала: Гулина, я хочу выйти с нашего бизнеса, я продаю свою долю, и ты будешь дальше одна продвигать. И мне было очень страшно. Я плакала 2 дня, я боялась. Но потом я поняла, оказывается, самой двигаться намного легче и удобнее, и ты становишься еще сильнее. Я прям почувствовала, я стала сильнее, я начала уже сама принимать решения. У меня очень сильная команда, у нас работает 7 девочек, я их очень люблю. Практически с первого дня нашей работы они со мной всегда поддерживают, и благодаря моим девочкам, моей команде я могу, да, спокойно отсутствовать, вне работы быть. Но в любом случае я очень люблю свою работу, я вкладываю много, и я должна присутствовать, но могу немного позволить себе и выехать и оставить работу на свободное плавание, когда он будет сам по себе работать. Мгм. Нет ли такого ощущения, что работа идет лучше, когда вы присутствуете именно? Да, есть такое. Бывает так, что я приду на работу в магазин, я, кстати, продаю нижнее белье. Наверное, люди думают, чем она занимается, что она Такая делает, да? рекламная пауза. И какой вопрос был? А нет ли ощущения, что когда вы А, присутствуете, все. дела идут лучше? Да, на самом деле, я замечаю, бывает так, что я приду, я мотивирую мою команду, все, девочки, делаем так, делаем вот так вот. И они берут вдохновение, мотивацию, и клиенты, они многие узнают меня, и мы прям в магазине можем с ними знакомиться, обмениваться теплыми словами. Это меня тоже очень сильно мотивирует, радует. И поэтому, да, я чувствую, когда я нахожусь на работе, уже совершенно другая аура, и работа идет лучше, да. Но и моя команда без меня тоже справляется, могу это сказать с уверенностью. Мгм. И м, вот вы как девушка-предприниматель в сфере торговли необычной, по мне так чуть-чуть так необычно, да, скажем, нижнее белье, не все за это берутся, и идет такой вот личный бренд у вас, ассоциации с нижним бельем. Да. У нас в Кыргызстане, так как менталитет, мировоззрение другое, нет ли какого-то, я не знаю, может быть, каких-то стереотипных мнений, да, что там типа девушка занимается там нижним бельем, там и так далее, и далее. Да, на самом деле, возможно, лет 5-7 назад было такое мнение, но я настолько люблю свою работу, настолько люблю сама белье, и я это показываю девушкам, женщинам Кыргызстана, что это очень красиво, эстетично, то есть каждая девушка должна спать в красивой пижаме, в шелковых нарядах, то есть мы настолько это красиво преподносим, и я считаю, что после этого у всех нет такого мнения, какого-то иного, да,
Поэтому я так считаю. Не знаю, возможно, есть другие мнения, но я считаю, мы очень красиво это преподносим, что женщины Кыргызстана, они понимают, что да, действительно, я, оказывается, должна носить красивое белье, хоть его никто не видит, как говорится, красивое белье, как диплом, да, и его никто не видит, но у тебя поднимается самооценка, ты себя чувствуешь лучше, примерно так. Ходите только в белье, да? Ага. Так, вы занимаетесь ли вы экспортом? Это вы говорите, что вы заказываете свои ну, товары, вещи с Турции. Бывает ли в Кыргызстане идет какой-то там отшив, да, например, отшиваете в Кыргызстане? Да, на самом деле, недавно, как вы знаете, в Инстаграме рилсы очень хорошо продвигаются. Мы закинули одно видео, он набрал несколько миллионов просмотров, и наше видео рилс прям хорошо набрал обороты в Узбекистане и в России. У нас очень много клиентов начали спрашивать, отправьте нам в Узбекистан, прям разные-разные города называют, даже такие маленькие села, которые я никогда не слышала. Да? То есть мы сейчас работаем над этим, начинаем отправку делать в Узбекистан, в Россию всегда отправляли. И параллельно я работаю на Wildberries уже на протяжении 1 года. В прошлом году примерно в это время как раз зашла. И мы туда отправляем свое производство пижам и белье, которое я завожу с Турции и частично с Китая тоже. Мгм. Ну, потому что я знаю, что у нас качественно отшивают, и у нас заказывают из России, из всех стран СНГ, и мне кажется странным, что некоторые клиенты, да, скажем, приходят и спрашивают товары из Турции, когда как кыргызское производство, оно лучше Да. любого, мне кажется. Да, на самом деле мои родители с детства, вот мне было лет 6-7, родители занимались швейным производством, у нас был свой цех, и я прям в эти маленькие года ходила, училась, смотрела, как шьется, то есть я прям выросла в этой сфере, поэтому тогда качество было 2003-2004 это года были, тогда качество нашего пошива было совершенно другое, потому что мы только начинали, у нас не было достаточно швейных машин, а сейчас на сегодняшний день у нас и швейные машины очень хорошие, и дорогие в швейных цехах находятся, и качество ткани, и мы уже люди научились шить, правильно делать лекала, поэтому в России на сегодняшний день пошив Кыргызстана очень-очень ценится и прям уже полюбили. Поэтому практически можно даже сравнить с каким-то малоизвестным турецким брендом и наш пошив. То есть они могут прям конкурировать очень даже хорошо. Чему я очень рада. Возвращаясь в детство, да, вы вот говорите, что с детства были в этом, видели все это. Во сколько лет вы начали работать? Многие предпринимательницы, предприниматели к этому, у них есть заложенность уже с детства, там, чуть ли не в 10 лет они начинают зарабатывать. Да, да. Я сама с юга. Как говорится, на юге люди, мы любим работать, постоянно в движении. Мои родители вот тоже даже младше, чем я на сегодняшний день были, когда они начинали эту сферу. Меня некуда было, наверное, девать, я всегда с ними ходила. Если они в цех, то я с ними в цех. Если они на дурдой, то я с ними на дурдой. Поэтому вот в 6-7 лет я ходила на дурдой, я научилась продавать, я продавала даже на довольно большие суммы. Тогда, когда я не понимала, что такое деньги, что они значат, что какую сумму значит, я уже умела разговаривать с людьми и научилась делать продажи. И тогда уже я поняла, что я не смогу работать где-то на кого-то, это будет для меня тяжело. И у меня есть предпринимательские способности, что мне нужно идти в бизнес. И вот так получилось, что спустя время я начала свое дело, и до сегодняшнего дня я продолжаю этим заниматься. Это вам было сколько лет? Вот
как, 6-7, вот 7 лет я точно помню, первый класс, после школы меня некуда девать, я на дурдое с родителями продаю. То есть не то, что некуда девать, так нельзя говорить, но мне это самой нравилось, да, если даже меня родители не хотят брать, я говорю, я хочу пойти. То есть я этому очень рада, это большой опыт. Чем я буду смотреть мультики, да, на тот момент, не знаю, смотрели или нет, но я научилась жить, понимать, что это такое. Мгм. То есть вот эта жилка у вас уже с рождения, да? И Да. брат у вас предприниматель, и родители у вас. Да, у нас вся семья. Ага. Ну, классно, мне кажется, в такой вот атмосфере жить, продвигаться и там, делиться советами друг с другом. А как обстоят дела с Дордоем на сегодняшний день? Ну, говорят, что они все переходят в город, в какие-то торговые центры. Ну да, есть такое, переходят в город, но Дордой, мне кажется, есть, он будет, потому что к нам приезжает очень много с Казахстана, с России, с Узбекистана, то есть даже уже некоторые, может, и не приезжают, мы уже отправку делаем, да, отправляем, поэтому пока мы производим качественный, хороший товар, Дордой будет, и мы будем идти вперед. Мгм. Вы, наверное, с ними тоже сотрудничаете, да? Как-то пересекаетесь. Да, да. Мгм. А как обстоят дела у молодой, красивой предпринимательницы в личной жизни? Какой интересный Удается вопрос. ли, да, удается. Обычно этот вопрос задает моя коллега, Да? соведущая, да. Это ее любимый вопрос, конек просто. Она может вот так, я вот так, на серьезные темы разговариваю, и она такая, а личная жизнь? Да, классный вопрос. Мгм. Ну, удается ли вам вообще совмещать личную жизнь и работу? Успеваете ли вы? Я пока еще не замужем. Очень хочется построить свою семью. Рекламная пауза. Нет, хочется построить свою семью, иметь деток, чтобы и я, как мои родители, вложили в меня, да, с ранних времен научили. Я тоже вот так хочу передать своим детям, поэтому очень надеюсь, что в этом году, куда им буйруса, у меня получится построить семью. Мгм. Мы вам желаем удачи. Как сказать? Как сказать правильно? Мы вам желаем удачи в личной жизни и успехов, чтобы 24-й год стал для вас значимым, чтобы дата была такая особенная, чтобы вы встретили свою любовь навеки и на всю жизнь. Связали узами брака с достойным мужчиной, достойным вас, хваткая, чуткая, везде успевающая, преуспевающая Гулина Кадырова с нами была в гостях. Ну а мы, дорогие телезрители, встречаемся с вами буквально через несколько мгновений после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами.